сіздер ме, құрметті достар? Видео сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Никто не в силах знать все на свете. Важной составляющей коммуникативного общения является умение задавать вопросы. Вопросы – это способ получения информации и в то же время способ переключения мыслей человека, с которым вы ведете беседу. Итак, в казахском языке есть два варианта вопросительных предложений. Первое. Вопросительное предложение образуется при помощи вопросительных местоимений. Например, «Сенің атың кім?» Как тебя зовут? Аскар кайда? Аскар где? Второе. Общий вопрос с вопросительными частицами. Например, «Сенің атың Александр ма?» Твое имя Александр. Аскар үйде ме? Аскар дома? В переводе русский язык обозначает предложение по интонации. Каждый день каждый из нас задает какие-либо вопросы. Поэтому на сегодняшнем уроке мы с вами рассмотрим тему, как задавать вопросы с вопросительными частицами ма, ме, ба, бе, па, пе. Общие вопросы – это такие вопросы, на которые можно ответить либо «да», либо «нет». После гласных и сонорных «л», «р», «у», «қысқа» «и» используем частицы «ма», «ме». Телефон жаңа ма. Телефон новый. Ол сатушы ма. Он продавец. Бүгін той ма. Сегодня той. Теледидар ескі ме. Телевизор старый. Ол сәуле ме. Она сәуле. Бүгін сенбі ме. Сегодня суббота. После звонких ж, з и сонорных м, н, н ставятся вопросительные частицы ба, бе. Сенің үйің жақын ба? Твой дом близко? Қалам ба? Ручка? Қиын ба? Трудно? Түске дейін бе? До обеда? Өзен терең бе? Река глубокая? Дүкен бе? Магазин. После глухих согласных и звонких б, в, г, д используются частицы па, пе. Оқулық па. Учебник сағат па. Часы қаймақ па. Сметана мектеп пе. Школа есік пе. Дверь сурет пе. Картина сүт пе. Молоко. Вопросительная частица «ще» используется, когда говорящий сообщил определенную информацию и о том же переспрашивает собеседника. Менің атым Камар. Ал сенің ше? Мое имя Камар. А твое? Сенің сіңлің бар. Ал сіздің ше? У тебя есть младшая сестра. А у вас? Мен Казахстаннан келдім. Ал сіз ше? Я приехала из Казахстана. А вы? Также вопросы можно составить, используя указательные местоимения. Они служат для выделения среди других какого-либо определенного предмета, признака, количества. Чтобы уметь различать указательные местоимения «мынау», «анау», «бұл», рассмотрим несколько вопросов. «Мынау» имеет значение «этот», «это», «эту». Употребляется по отношению к конкретным предметам, которые находятся рядом. «Мынау ктап па» – это книга. «Я бұл ктап» – да, это книга. «Мынау компьютер ме» – это компьютер. «Жоқ бұл компьютер емес» – это не компьютер. «Анау» имеет значение «вон тот», «вон та», «вон то». Употребляется по отношению к конкретным предметам, которые находятся вдали от нас. Самат анау идет рама. Самат живет в вон том доме. Я Самат анау идет рада. Да, Самат живет в вон том доме. Бұл может употребляться также мынау и анау при указании на конкретный предмет, без жесткой привязки к расстоянию. Бұл еще употребляется в повествовательных предложениях, когда мы просто сообщаем информацию.
Бұл не? Это что? Бұл кітап қызық. Нұр-Сұлтан қаласы бұл Қазақстанның елордасы. Город Нұр-Сұлтан – это столица Казахстана. Осымен достар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.